Так, ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 21 июля 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Приветствую вас, друзья. Сегодня я решил провести еще раз стрим в ТикТок, друзья. Так. Собирайтесь, распространяйте ссылку на наш эфир. Распространяйте ссылку на наш эфир. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, друзья. Так, как меня видно, как меня слышно. Так, я думаю, светит в глаза, правда, ну пойдет. Итак, давайте поговорим, а вы подписывайтесь, а я сейчас пока подготовлю для вас небольшую информацию касательно событий в Украине, о чем нам сообщает Генеральный штаб Збройных сил Украины. Казах Эни Алга. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, казах. Приветствую тебя, брат. Так. Давайте посмотрим, что нам сообщает подписан. Так, дуже дякую, молодец. Так, смотрите, что нам сообщают Збройные силы Украины. Итак, за прошедшие сутки с 24 февраля по 21 июля 2022 года, то есть почти 5 месяцев идет война, широкомасштабная, так-то она уже более 8 лет идет. Уничтожено 38 850 единиц террористов, оккупантов. За прошедшие сутки уничтожено 100 человек. Танков 1704, за прошедшие сутки 4. Как мы знаем, вчера был день русского танкиста, была круглая цифра 1700. Сегодня еще 4 прибавились к этим 1700. Боевые бронированные машины 3912, плюс 7 штук за сутки. Артиллерийских систем 859 плюс 3 за сутки. 251 РСЗО 1 штука. Антиаэркрафт 113, 0 за сутки. 221, 0 за сутки всего летаков, 221 самолетов. И 188 вертолетов. 710 тоже 0 по вертолетам, к сожалению. Ну или к счастью. К счастью, это, конечно же, что они не летают и не бомбят. И, к сожалению, что их не сбивают. Так, БПЛА оперативно-тактического уровня 710 штук. 7 за прошедшие сутки. 167 крылатых ракет. 0 за сутки. 15 кораблей-катеров, как и было, 0 за сутки. 2781 автомобильная техника и цистерны. 6 за сутки. И специальной техники 2 специальной техники за сутки. Всего их стало 72. Давно не было уничтоженной специальной техники. Ну вот я с чем вас всех и поздравляю, друзья. Итак, давайте посмотрим ваши комментарии. Прошлый стрим у нас прервался, так как, видимо, русским террористам не нравится, что я делаю. Вернее, я точно знаю, что им не нравится. Как вы знаете, друзья, наш канал запрещен на территории фашистской России. Наш YouTube канал называется Реалити. А также мой другой канал Аслан Арцуев запрещены на территории фашистской России. Поэтому тот, кто меня не может найти в России, поищите просто по моему имени. И тогда сможете, вероятно, найти. Итак, подписан. Ассалам алейкум.
Салауди алейкум, ассаламу, мокшалму. Все отлично. Салауди алейкум, салам, баркал. Слава Украине. Героям слава. Украина не будет. Юзер пишет. Украина не будет. Юзер, я так полагаю, это русские сделают так, что Украины не будет. Тогда было бы неплохо тебе, как русскомировцу, хотя бы научиться писать по-русски. Так, всем здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Почему каждый просто не может жить на своей земле? Ну, это все вопросы к фашистам из имперской России. Не объединяться только добровольно. Да, да, они взламывают страницы. Да, это так. Разные. Зеленский раньше говорил, что Украина не будет. Не помню, чтобы Зеленский так говорил, но может там у тебя где-то в комических выступлениях что-то он там сказал. А так не Украины не будет, а Украины не будет, наверное. Басмач Алекс Стерблич. Ну, рад вам, Басмач, рад. Она говорит, Расул Чечен. Да свой Расул, да, сидойла. Украина будет жить. Настя, абсолютно, Настя. Вы даже не представляете, какая ваша страна становится с каждым днем крутая. Да, с огромными потерями, с стрессом, с кровью, с тяжелым положением, конечно. Но нету ни одной страны на этой земле, чья история не зыждется на, к большому сожалению, на крови и костях ее лучших сынов. К большому сожалению, вот только так происходит становление на самом деле мощных, сильных, великих государств. И у вас все шансы сейчас сделать это. У вас все получается. Так, вы настоящий чеченец, говорит. А что вы имеете в виду под настоящим чеченцем? Что вы имеете в виду? Свобода Ичкерии Украине. Да, аминь. Ваше мнение будет над Путлером суд. Татьяна, это вопрос или что вы имеете в виду? Я не знаю, если это вопрос, постараюсь на него ответить. Я не знаю, будет над Путиным лично суд или нет, но над террористической бандой ФСБ он должен быть непременно. Не знаю, доживет Путин до суда или нет, но террористическая банда ФСБ, она доживет. И вот ее нужно запретить как самую опасную террористическую организацию на Земле. И я очень надеюсь, что понимание в этом есть. Хотя иногда у меня возникают сомнения по этому поводу. Но я так полагаю, есть эти. Путин это всего лишь один человек, понимаете? Путина привели к этой власти. У него есть люди, те, которые с ним с тех пор находятся рядом, понимаете? Это Патрушев, это Шойгу, это другие товарищи, известные и не очень. Поэтому Путин это всего лишь один человек. Да, это преступник, да, это убийца и так далее, но это всего лишь один человек. Все ФСБ считает себя неодворянством на постсоветском пространстве. Не просто русские ФСБшники, российские так называемые ФСБшники, а и украинские ФСБшники, и там грузинские ФСБшники, и там азиатские ФСБшники. Они планируют править, передавать власть своим детям. Они это заслужили, они считают. Они очень много убили людей, чтобы эту власть закрепить за собой. Много навербовали, да, когда людей убивают, их еще вербуют, да, и они служат уже сатане. А без сомнения ФСБ это дьявольская организация, сатанистская организация. Ну и вот дело в банде ФСБ. Не забывайте, друзья, об этом. Это самое главное. В любом деле есть источник мысли. Откуда происходят все указания, все планы. Так вот, фабрикой имперской мысли является банда ФСБ, банда КГБ еще с тех пор.
И они развалили Советский Союз, хотя американцам даже это было невыгодно. И Западу было невыгодно. Был очень удобный мальчик для битья. Пример показать. Американцам, западникам можно было делать все, что угодно. И для сравнения показывать Советский Союз. Понимаете? И как только Советского Союза не стало, рейтинг западных стран, уважение к ним, доверие к ним начало снижаться. Это объективная правда. И американцам, и Западу было, и англичанам невыгодно было, чтобы Советский Союз распадался. И русские КГБшники это понимали. Понимали, что они мальчики для битья, что их фактически используют. Как все познается в сравнении, как говорится. И для того, чтобы сказать, что Америка плохая или Англия плохая, нужно было какое-то сравнение. И была великая атомная держава, которая называлась Советским Союзом, которой просто клейма ставить негде было. Поэтому и западные страны могли себя вести более развязанно. И всегда говорят, да посмотрите на этих. И могли врать, потому что русские, особенно по отношению русских, советских, потому что все равно русским никто не верил. И так далее, и так далее. И тогда русские подумали, как гибнюки. Ах так, значит мы тогда отказываемся от светлого пути Владимира Ильича и берем курс на демократию, на капитализм. Слава Богу, за 70 лет наши отцы, деды, вот, находясь у них фактически в рабстве, не имея никакой своей собственности, да, это фактически рабство, тебе только дают деньги на еду, и еле-еле на жилье хватает. Они просто всю эту собственность, накопленную нашими отцами, дедами, прибрали к себе. Они сказали, что мы тут хозяева, поставили своих разных управляющих, держателей общаков, вот эти миллиардеры, которых вы видите, они не такие миллиардеры в обычном понимании этого слова, да, это обычные держатели общаков. И в том числе, может быть, имеют отношение к западным финансовым структурам. Ну, в основном, конечно, русские. Русские это ГБшные общаки. И вот они разворовали, сделали так называемую приватизацию, не без помощи Запада. Запад начал помогать, где-то пытался урвать свой кусок, урывал свой кусок. Нужно быть объективным во всем. И вот в итоге получилось то, что миллиардеры все у нас сейчас ФСБшники и КГБшники. В итоге они подумали, да, у нас есть эти деньги, мы их награбили, нечестно награбили. И все это знают. И потихоньку будут приходить новые люди во власть. И если мы отпустим власть, а при Ельцине она не была отпущена, Ельцин был, мы знаем, не из народа, не из диссидентов, да? Ельцин был из самых настоящих агентов-гибнюков. Руководитель Свердловской области, и вообще какой-либо маломальский пост занять не КГБшнику они бы не дали, мы это все тоже знаем. И Ельцин просто должен был держать эту власть. Ну, чтобы Ельцин не дергался, пока они разграбляют, Ельцину тоже перепадало, его семье перепадало, нужно было начать восстанавливать великую Россию, великую империю. А с кого начнем? Самого слабого, как им казалось. Чеченской республики, которая объявила о своей независимости и попробовала уйти в свободное независимое плавание. И пока грабили, заодно Ельцина повязывали кровью, Степашин, Лобов, ну там еще много фамилий у меня они имеются, и на канале имеются, и так далее, и так далее. И Джохар Дудаев, зная эту систему, что они собираются, они собирались восстановить империю, славянскую, русскую империю. Славянская, русская империя без Украины быть не может, без Киева быть не может. И они таким образом
решили, что будут идти до тех пор, пока им до крови не дадут в нос, пока их не остановят. Об этом Проханов говорил, тоже матерый гибнюк, матерый фашист, имперец и так далее. Других там нет, других там уже давно выкинули оттуда уже, из своих кругов, ни имперцев и ни гибнюков. И в 99 году власть от КГБшников не отходила ни на шаг, никогда. Была какая-то гласность, какие-то демократические институты. Американцы, Запад начал помогать, там, очеловечивать вот эту фашистскую страну. Но КГБшники что сделали? Под прикрытием Ельцина, под прикрытием демократов, они фактически все, я утверждаю, практически все правозащитные организации Москвы и Московской области, которые получали гранты, были просто нашпигованы гибнюками. Я это наблюдал, просто я их вычислял по их повадкам, по поведению, по отношению ко мне, как чеченцу, тем более с моей позиции. Я свою позицию никогда не скрывал, находясь даже в России. Хотя, конечно, я пытался не попасть под статью, но я всегда говорил свою позицию. И это сразу вызывало подозрения у них, там, интересы, и они начали вокруг меня кружиться. Ну, а потом выясняешь, кто они, что. И потому что почти все были гибнюками, очень много гибнюков. Так вот, задача гибнюков создать неодворянство. Без славянства, без Киевской Руси ничего не получится. Это получится фейк, ну еще прессом, кровью, еще на 20 лет, ну на 30 лет. Потом развалится. А они мечтают о величии, о том, что их дети настоящие неодворяне, то есть настоящие убийцы, садисты русского народа и других народов. Русский тоже, кстати говоря, очень сильно пострадал народ. Единственное, он это терпел как должное воспринимал. Это единственное отличие от других народов. Другие возмущались, а русские говорили, ну да, ну что поделаешь. И вот им нужно создать новое государство, чтобы было неодворянство. Они уже есть неодворянство, они уже титулы дарят друг другу. Это давно, уже это лет 20 идет. Они друг другу там титулы дарят, там они такие уже все супер. Распределили все роли, там у нас в Чеченской республике есть свои там графы, какие-то, которых никогда в истории просто чеченского народа не было, теперь есть. Причем эти люди позиционируют себя какими-то сторонниками независимости и так далее, но являются дворянами, русскими дворянами и так далее. Смешно для чеченца это, конечно, но такое имеется. Поэтому дело не в одном Путине, дело в банде ФСБ, в террористической банде ФСБ, которую нужно нейтрализовать, которую нужно запретить как террористическую организацию. Так, Ахмад Псина, о, к нам зашли Ахмад Псиновцы, чеченцы, народ хороший, говорит. Так. Сколько набежало вас? Мне нравится, что вы тут заходите. Так, неплохой нации, есть хорошие, плохие люди. Да, ФСБ банда, сахар в подвале, все помним. Да? Ты где живешь, говорит Денис Бергер. Это ты, наверное, в Германии, Денис Бергер, да? Давай, Денис, если я тебе скажу, ты решишь со мной вопрос, Дион? Я живу в городе Гамбурге. Подтягивайся, Дион. Поговорим. Ты где живешь, мне? Такая парняга. Давай, Денис. Я в тебя верю, Денис. Я верю, что ты сделаешь это. Так. О, сколько у вас саранчи русской набежал. Да, Оксана, и это меня радует, очень хорошо. Они очень обижаются, что я захожу в ТикТок. Они меня как можно сильно блокировали в Ютубе.
Но самое главное, нужные люди нас смотрят. Вектор направления чеченского общества, да, и представление о чеченцах качественно изменился очень сильно. Очень сильно. Я этому очень рад. Чеченское общество оживает, слава богу, после тяжелого геноцида, который пережили чеченцы, после обмана, манипуляций, дискредитаций. У нас теперь получается разрушать их все планы. К сожалению, не все, конечно, но многие. Предугадывать их планы. И все будет Ичкерия, да, мула. И вот эти саранча тут, как тут, они обиженные. Так, где там этот? Кто там? Приезжайте. Трансляция идет с 3 июля, говорит. Да, я там, может, не поменял просто дату, извините, я все я изменю. Украина победит, люди в Украине живут работающие поднимут руины, отстоят дома. Да, абсолютно верно, абсолютно. Салам алейкум из Германии, Ахмад Псина. Привет, Антошка. Ассаламу алейкум, Аслан. Дэл алш войло. Ва алейкум ассалам, варьер. Масуд ойлвай дэл алш. Слава Великой Ичкерии, героям слава. Так, саранча русская вот с эфира. Да. Пусть будет, пусть смотрят и бесятся, Дион. Так. Отличная футболка. Дуже дякую. Гаврилио. Не вижу я, отражается. Пекар кибайрак цикаринти шхун. Адам, проходим мимо. Правильно говоришь. Крепостная собака Жириновский говорил в 97 году про Украину. В 95-м, в 6-м годах Джохар Дудаев, советский генерал, это очень информированный человек, летавший на самолетах, возивший атомные бомбы под крыльями, прекрасно знал, к чему они. Да? Они же обсуждают генералы там между собой, где-то кто-то за выпивкой, еще как-то. Он прекрасно знал, что на Украину нападут. Без Украины, без славянизации, как об этом говорит Джохар, великой России быть не может. И именно поэтому это не война Путина, это война ФСБ, нового дворянства, которое отправляет холопов, русских холопов и другие оккупированные народы для того, чтобы завоевать Киевскую Русь для вот каких-то своих вот этих бредовых идей. Очень жаль, конечно, что так происходит, очень жаль, но радует то, что у них ничего не получится. Интересно, откуда ты это знаешь? Мои наблюдения, дорогой друг. Шанель это девушка, я помню. Так, причем империя, война ради ресурсов. Алекс, ресурсы это только сопутствующая такая бонусная прибыль этому. Бонус такой, который... Ресурсов, как в России, нет нигде. Поэтому можно было обойтись без Украины. Можно было даже не убивать украинцев, не отжимать у них Крым, а финансировать, покупать политиков, покупать бизнесы, вкладываться и так владеть. И украинцы были, и даже сейчас, после стольких бомбежек, это уже, конечно, предатели, а не украинцы. Есть люди, которые поддерживают вашу фашистскую Россию. А так вас поддерживало абсолютное большинство. Абсолютное. Понимаете? Никакие ресурсы. Ресурсы это сопутствующие. Зачем ты носишь американскую футболку? Я так прожариваю ватников. У вас Жириновский пошел на концерт Кобзона. Да, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Слава Ичкерии. Героям слава. Ичкерия и Грузия братья. Да, абсолютно так. Абдулла, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.
Молодец, Асан. Дякую, Александр. Как ты, брат? Я хорошо. Спасибо за ответ. Ви супер, Тетяна Ренє. Дуже дякую, Тетяна. Добрий день із Одеси. Одеса, вітаю. Так, молодец, Аслан. Дуже дякую. Ичкери, так-то это. Что скажешь о деоккупации Чечни? Я этим вопросом занимаюсь, в отличие вот от тех, кто пишет мне комментарии и обвиняет меня во всех там смертных предательстве Великой России. Самое интересное мне нравится, когда меня обвиняют в предательстве России. Это же надо повестись самим на свою же пропаганду и начать нас обвинять в предательстве. Мы никогда не были братьями, мы всегда были врагами, как только познакомились с имперской Россией. И любой чеченец, который за то, чтобы быть в составе России, в составе имеется в виду, не союзные какие-то отношения, не дружеские отношения, а в составе, то есть под Россией, это является предателем. А любой чеченец, который не желает быть с Россией, под Россией имеется в виду, он не может быть по определению предателем. Это самый настоящий чеченец. Самый настоящий. Вот кто-то меня тут вначале спрашивал про настоящий ли я, или чистокровный ли я чеченец или нет. Вот этот человек является чистокровным, ну не чистокровным, скажем так, он является чеченцем. Я таких людей называю войнахами, наши люди. Он может быть евреем, он может быть украинцем, но он наш человек, войнах. Вот я таких людей называю войнахами. А деоккупация, ну, я занимаюсь этим вопросом. Я со своими товарищами занимаемся этим вопросом. Так, а что американцы убивают мусульманский народ? Особенно мне нравится, когда этот вопрос задают мне русские фашисты. Американцы там убивают кого-то и так далее, и так далее. Я вам всем говорю, вот этот, как его, русский военный корабль, знаешь? Вот, за ним. После деоккупации будет вновь Ичкерия. Дал мула, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Аслан, дал алшуа. Дерез войлу. Варё. Мдук бувай. Мой друг Аслан Гасиев говорит. Очень приятно. Ичкерия, Грузия, братья. Да. Да, друзья. Ваше мнение. Ах. Я не знаю, о ком вы говорите. Добрый день, Аслан. Вы болеете, уважаемый. Вы болеете? Почему так решили? Нет, я не болею. Не болею. Просто сегодня очень жарко, я вам скажу. Слава Украине, Бандере, слава Ичкерии, Джахар Дадаев. Героям слава, Александр. Так, Ахмад Псина, говорит Джека. Привет, Джек. Я вас советую, друзья, не говорите, он умер, Ахмад Кадыров, поэтому, когда вы говорите про него вот эти Псина там и так далее, могила, ну, это не очень как бы хорошо. А я как бы автоматом прочитываю, поэтому не говорите Ахмад Псина. Вот еще Алекс зашел, Ахмад Псина. Ага, русские нашли у нас в Украине ресурсы, унитаз и Оксана, вот это самое. Да, Оксана, я согласен с вами. Так. Привет из Казахстана. Витаю, Казахстан. Слава России, слава Чечне, говорит. Hello zusammen. Ага, hello zusammen. Так. Дион. Слава России в составе Ичкерии, Дион. Ичкерия, Ингушетия, Азербайджан, Грузия, братья. Абсолютно верно, Стан. Так, привет из Молдовы. Класс, красиво сказал Карабок. О чем? О коробок? О коробок. Не понял. Что такое? Так, Алекс, ну иди отсюда. Ассаламу алейкум, раматуллахи ва баракатуху. Алейкум. Так, Ахмад Псина пишет. Так, Дудаев, Гамсахурде были братья. Обиженки собрались. Да, столько набежало этих обиженок. Вообще, Алекс, да. Так. Андрюша, я не смотрю российских блогеров, российских агентов засланных. Я их не смотрю. Я их разоблачаю.
И очень успешно, кстати говоря. Ассаламу алейкум. Витаю всех свободных. Алейкум салам. Асламбек Машвовой. Так. Спасибо за подарки всем, друзья. Спасибо. Задавайте ваши вопросы. Распространяйте наш стрим. Да, Алекс, не плачь и не хнычь. Все нормально. И не ной. Так. Нет, вы говорите про вашего засланного российского блогера. Я его много раз разоблачал. Друзья, нет, это подхолопная подстилочка, да. У тебя с Закаем какие отношения? У меня нет никаких отношений ни с Закаевым, ни с кем, кто входит в его правительство. И не будет никогда. Я это уже неоднократно говорил, поэтому больше можете не спрашивать. Слава Украине, героям слава. Уйдет ли Западная Украина в Польшу? Как думаешь, уйдет ли Западная Украина в Польшу? Я думаю, Западная Украина не уйдет в Польшу, но я, знаете, думаю, я уверен, что фашистская Россия будет разделена на несколько частей. Она будет демилитаризирована. У нее будет отобрано ядерное оружие, биологическое оружие, бактериологическое, химическое оружие. Западной и восточной Украине фашистская Россия будет выплачивать контрибуцию, большие контрибуции. Уже 300 миллиардов у фашистов арестовано. И в первый раз в истории арестованные деньги передаются Украине. Поставляется оружие, и, как мы знаем, успешно. Сколько, по-моему, 8 или сколько, я сейчас могу ошибаться, хаймарсов поставили в Украине. Уже Залужный Валерий нам сообщает, что фронт стабилизировался. Это только 8 или сколько-то штук. Понимаете? Склады уничтожаются, живая техника, живая сила и техника уничтожается. И это только цветочки, это только начало. Американские военные заводы и фабрики конкурируют для того, чтобы по ленд-лизу поставлять украинцам оружие. Вы просто представьте. А более того, не только же сейчас Украина закупает оружие, там нуждается в оружии. Все страны начали закупать оружие. Польша там несколько сот хаймарсов заказывает. Сейчас хаймарсы, как пирожки, расходятся. Короче говоря, спасибо товарищу Путину, как говорится, за то, что военно-промышленный комплекс США начал активно финансироваться. Так, давайте я комментарий почитаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Bad Company УА. Да, абсолютно согласен. Я абсолютно 100% утверждаю. Тумсо Абдурахманов засланный, подготовленный человек. Более того, я могу утверждать, что практически, не все, но практически все блогеры чеченоговорящие, которых вы видите, слышите, засланы, подготовлены. То же самое могу сказать про правительство Ахмеда Закаева. Окружено просто, кишит агентурой. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И так далее. Так что вот так вот, друзья. Это я давным-давно уже, 2 года говорю, у них не хватает ни духа, ни правды нет, а у меня есть доказательства этому, которые я неоднократно приводил. Поэтому они даже боятся выйти со мной на связь, обсудить это. Ну, конечно же, это очень глубоко законспирировано, хотя не глубоко, как могли так. Лепили, там, болтунов набирали, подготавливали, как говорить, перед камерой и засылали.
лжецы, подонки, обманщики, конченые просто, конченые. Играют на чувствах чеченцев, на религиозных чувствах чеченцев и так далее, и так далее. И вот таким планом, таким макаром они раскручивают. Им прямо в лицо его брату говорили: вы работаете на ГРУ. Он убежал, его брат, когда ему это сказали. Просто сбежал от нас. И так далее, и так далее. Им не дают политическое убежище здесь, потому что европейские спецслужбы тоже знают, что они работают на российские спецслужбы. Здесь огромная сеть агентуры, которую мы разоблачили, разоблачаем и будем разоблачать. И в Европе здесь, на Западе, ни одного подхолопного чеченоговорящего не останется. Ну, только если он очень далеко и сильно заползет под корягу, и про него не будет слышно и видно. Всех остальных мы разоблачаем, выявляем. И когда мы вернемся в свою Ичкерию, мы обязательно будем по этим делам возбуждать уголовные дела и привлекать к ответственности. И я Украине советую не посылать туда, быть очень бдительными. Например, в 2020 году, когда меня Главное разведывательное управление фашистской России пыталось завербовать и предложили мне работать, человек, который работает в правительстве Ахмеда Закаева, замом представителя Ахмеда Закаева в Берлине, некто Нашхо Эльдаров, и по другим данным, настоящее имя Руслан Сулейманов, предложил мне работать. Я сказал: а что мне нужно делать? Он мне сказал: вам нужно, вы очень много общаетесь с украинцами, у тебя много друзей украинцев, тебе нужно добывать информацию у украинцев. Я об этом сразу же написал заявление в полицию, я об этом сразу же рассказал и публично, и всем своим знакомым, и украинским знакомым всем рассказал. И вот сейчас очень большая активность вокруг Украины. Украинцы, войну вы выиграете. Это я вам 100% гарантирую. Вот происходящая помощь, ваша доблесть, вы ее выиграете без сомнения. Мы выиграли военное сражение, военное противостояние с фашистской Россией 3-4 тысячами у русских фашистов. 3-4 тысячами бойцами. Я не сомневаюсь в вашей военной победе. Нисколько. Но мы проиграли российским спецслужбам, ГРУ и ФСБ, которые обманом, они не такие прямолинейные, они прям топором не всех рубят. Они покупают, шантажируют, дискредитируют, доводят вас до психического там неуравновешенного, до такого взвинченного психического состояния и так далее, и так далее. Вы должны, украинцы, если ваши СБУ вот тот только начали, я вот покритиковал немножко, и там сняли кого-то, ну может не из-за того, что я покритиковал, видимо уже там накопилось все. У вас спецслужбы должны работать так же, как работает ВСУ. У меня, конечно, спецслужбы это тонкая, сложная тема, там нужно десятилетиями поднимать людей и так далее, ну, делать достойных, непродажных патриотов Украины и так далее. А фактически филиал ФСБ был. Нравится это украинцу вам или не нравится, я за то, чтобы вы победили. И буду делать все возможное, чтобы вы победили. Поэтому буду говорить правду. Так. Да. Так, поэтому, друзья, будьте бдительны. Это, опять же, не болейте шпиономанией, не подозревайте всех подряд. Это очень тоже опасно, да, всех начать подозревать. Но бдить надо. У вас на канале, вообще, знаете, для того, чтобы у вас украинцы, конечно, будут агенты, это тоже имеется. Но в первую очередь вам знаете, что нужно сделать? Вам нужно всех россиян выгнать к чертовой матери.
с вашего телевидения, с экранов, доступа вообще к какой-нибудь там ситуации. Всех россиян, без исключения. Ваш Киселев, например, этот, который российский Киселев, этот пропагандист матерый, матерейший просто пропагандист. Ну и так их полно. Не надо с ними вести переговоров, не должен Арестович с ними разговаривать с какими-то там Фейкиными и так далее. Вы даже не представляете, как опасно это для вас. Мы выиграли войну вообще без проблем. С проблемами, конечно, с тяжелейшими. У нас не было той поддержки, какая есть у вас. Мы потеряли более 100 тысяч человек в Первую русско-чеченскую войну. Но мы выиграли эту войну. А потом у нас обезглавили, убили Дудаева, который за несколько недель до своей смерти практически всех свое окружение уволил, изгнал. Потому что вот инфильтровываются, они проникают. И теперь, как я уже начал этим заниматься, я вижу, как они это делают. Потому что я на себе почти все их методы испытал. Вот все просто. От дискредитации, обмана, лести, там всяких вещей. Вплоть до прямой вербовки. Понимаете? Поэтому вы должны быть очень-очень внимательны. Так, давайте, вот много уже комментариев, тема, видимо, интересная. Давайте постараюсь вам ответить. Так, получается, ты в одиночку работаешь. Что ты имеешь в виду в одиночку? Здравствуйте, а как вы считаете, почему произошел конфликт на Украине? Не на Украине, а в Украине. И не конфликт, а полноценная война. Я ранее объяснял это. Так, мы не уйдем ни к Венгрии, ни к Польше. Это точно. Удачи вам. Спасибо. Асна, что ты думаешь об отказе Ирана Путину в продаже беспилотников? Ничего не думаю. Публичная информация, она практически не имеет значения. Можно отказать публично, а потом дать. Так, за подарки всем спасибо, друзья. Спасибо. Радуйтесь-то чему, Олег говорит. В смысле, чему радуюсь? Всему радуюсь. Хай, Израиль. Ты еще живой? Как видишь. Живее всех живых. Слава Азербайджану, героям слава. Фантом, спасибо. Так, ассаламу алейкум, Машвовер, брат. Ва алейкум салам. Сейчас, одну минутку, друзья, я должен отключиться. Так, я вернулся, извиняюсь. Так. Так. Так, братья, так. Абдулла, не получил он, это тоже был обман, не получил никаких документов. Посмотри, у меня на канале есть видео, где он с украинским СБУшником пытается для себя получить документы в Литве под видом украинского какого-то беженца. Это все ложь, это лживое, просто рожден врать человек, понимаете? Научитесь разбираться, когда вам врут. Так. Извиняться будешь, говорит. Кодировано тебя нет. Да уж, где он. Так. Спасибо, пожалуйста. Украина победит. Однозначно, Аснабек. Асна, вы зараз где? В США? Нет, я в Германии. Город Гамбург.
Так, победа Украине, что значит? Так, 100%. Так, зря не говорит дизентерия. Илья, ну, попробуй вылечиться. Так, дружок, ты сам, так. Сколько у вас аретер набежало. Так, друзья, вы очень много комментариев тут написали, поэтому я вынужден. Вынужден перемотать. Пишите заново свои комментарии, друзья. Так, привет из Армении, привет, ничего себе. Добрый вечер, интересный эфир, чувствуется харизма, спасибо за эмоции. Дуже дякую, Ален. Эмоции вы на нашем канале получите незабываемые. Так, она победит только без эмоций. Слава Ичкерия, вы сделали больше, чем НАТО. Так, что вы думаете о кадыровских войсках в Украине? Я думаю, неоднократно это говорил, особенно, кстати, те самые блогеры, которых нам заслали сюда, в Европу, они тоже все время говорят про Кадырова, и складывается впечатление, что Кадыров это главное зло. А я опять же говорю, главное зло это банда ФСБ, а у Кадырова нет своих войск. Понимаете? Это вооруженные силы ФСБ. Кадыров пешка, Кадыров ноль. Как бы вам ни пытались представить. Самое большое достижение дьявола считается, что он убедил людей, что его не существует. Вот точно так же за большим задом Кадырова спрятались вот эти гибнюки, и пытаются всячески сделать вид, что их не существует. Тем самым обманывать чеченский народ, что у них есть какой-то лидер, там, который там заботится о них. И тем самым обманывая мир, посылая вот этих чеченоговорящих на разные войны, на разные преступления, и тем самым прикрываясь, что вот какие-то чечены, которым они вот русские, видите, мы им даже... Почему вообще Кадырова назначили, вы знаете? Когда был геноцид чеченского народа, Запад нас поддерживал. В первую русско-чеченскую, во вторую. И потом возникла ситуация, что... Сейчас, одну минутку. Так, друзья, у нас снова стрим прервался. Но мы вернулись к делу. Так, друзья, возвращаемся. Вот я вам рассказывал про Кадырова. Кто такой Кадыров? Кадыров и его отец, его отец, начнем с его отца, и может быть и раньше, они работали на российскую разведку, на КГБ они работали, его отец работал. И это проверенный человек, он много вреда нанес чеченскому народу в угоду России. И когда его убили, видимо, свои же, для того, чтобы более удобно было управлять Кадыровым, и чтобы он не вякал лишний раз. И на Западе нас поддерживали и говорили, что мы говорили, что Россия ведет колониальную войну, что он там и так далее. И русские говорили, нет, мы первую войну мы победили, они были вынуждены, Запад ни в какую не поддерживал действия России, и они были вынуждены уйти. И когда уже вторая война началась, уже убили, как я сказал, наших лидеров, наших думающих людей, про вот эта вся агентура, да, которая до сих пор сейчас есть, и сейчас они себя представляют какими-то ичкерийцами и так далее. Вот эта агентура проникла везде, они были политическими деятелями, а наши воины, они воевали не ради власти, не ради постов, ушли домой и жили у себя дома. И вот эти наши нынешние лидеры, в том числе Ахмед Закаев, который призывал там идти воевать там на Дагестан, который там за шавайдение шариата, который с повязкой всегда, когда еще чеченцы даже представления не имели, носил повязку с арабской вязью, что типа он самый-самый такой
мусульманистый мусульманин. И вот эти люди фактически представляли нас миру религиозными фанатиками. Это большая работа проведена российскими спецслужбами, надо отдать должное. Я в этом им всегда отдаю должное. Нужно признавать, в чем они сильны, чтобы знать, как их победить. Они в этом сильны. Обман, дискредитация, подлость, коварство. Вот это все, вот в этом они большие специалисты. Короче говоря, перед Западом нужно было показать, что это никакая не колониальная война, а что это борьба с террористами. И Рамзан Кадыров, как его отец, борется с этим радикальным течением ислама там, и так далее, что абсолютно не соответствует действительности. Чеченцы, даже когда нас представляли радикалами, да, исламистами какими-то ярыми, при всем при этом мы, мусульмане, были, будем всегда ими. И причем Ахмад Кадыров один из основателей вот этого радикального течения. Потом он как бы стал против этого течения, но сперва он его основывал, он ему помогал зарождаться. И потом уже он стал оппозицией. Ну, да, такие трюки гибнюков. Поэтому гибнюки в этом специалисты, они могут. Но им вот нужно было показать миру и Западу, что чеченцы сами борются сами с собой. Именно поэтому это называется чеченская война, а не российская чеченская, не русская чеченская война, а вот именно чеченская война, то есть гражданская война. Это так они любят преподносить. И никогда бы русские не поставили. ФСБшники больше всех ненавидят чеченцев. Больше всех. И они бы никогда бы не позволили бы чеченцу возглавлять республику, если бы не было бы этого давления на Западе. Они всех кавказцев ненавидят. Это ведь неодворянство, это же бичи-аристократы, холопы-аристократы, которые расстреляли раньше, в 17 году, всех аристократов, дворян, и стали, это бичье стало на место их, и теперь они решили вернуть все привилегии тех дворян. Причем те сами расстреляли же эти. Теперь возвращаются, когда и флаг у них тот же, и все у них, тех, кого они же расстреляли. Так они обычно делают. Также они при помощи кадыровцев делают то, что наша доблесть, воинская доблесть наших воинов чеченских, которых, как я сказал, было 3-4 тысячи всего, да, народ весь помогал, но воевало не так много людей. И вот эту доблесть нашу эти кадыровцы взяли себе, вот тех наших воинов. Это у них излюбленная тактика, чтобы кого они победят, потом они их потом ими управляют. Короче говоря, Кадырова они поставили, потому что надо было миру показать, что чеченцы сами управляют собой, у них там какое-то свое полноправие, и использовать чеченцев, как будто это, как бы это не русские, как бы это не КГБ имеет к этому отношение. А вот чеченцы такие там, они нападают на какую-то Грузию, потом на какую-то Украину нападают. Правда, непонятно, что сделала Грузия или Украина чеченцам, ну или сирийцам, Сирию тоже отправляли. Но это представляется, что это какой-то такой порыв чеченского народа и так далее. Это возвращаясь к армии Кадырова. Нет никакой армии Кадырова. И те блогеры, про которых мы много говорили, я вам об которых рассказывал и сейчас, и ранее, именно этим и занимались, что представляли, что главный враг Кадыров. И у меня возник, тогда я не подозревал, что это агентура. Я пытался помочь, там как-то там дружил, пытался дружить там и так далее. И я сказал, ну, ребят, давайте все время не говорить про Кадырова. Такое впечатление складывается, что мы воюем между собой, а русские 300 тысяч чеченцев не убили. И после этого я стал плохим. После этого на меня начали разные вещи говорить, потому что я раскусил их замысел. И я думаю, это была большая их ошибка со мной связаться.
Почему у вас так много флагов? Потому что это все друзья Ичкерии. НАТО, правда, мы только стремимся. Ичкерия, Украина, Германия, Британия, Израиль, Литва. Сейчас одну минутку, чтобы все цвета были видны. Вот так, видно там все цвета. Вот так вот. Кадыров Дон-Дон. Так, друзья, давайте я немножко вернусь, потому что многие ушли с нашего. Вот так и происходит. Прошлый стрим тоже у меня обрыв связи произошел в ТикТоке. Я говорю сейчас по мобильной связи. У меня есть компьютер. Этот компьютер, они мне уже достали обрывать связь, постоянно не получается. Я начал уходить в эфир с телефона. Не очень удобно. Я обычно мог показывать видео, читать какие-нибудь документы, показывать, читать какие-нибудь там статьи. И по телефону этого не сделаешь. Нельзя вот так демонстрировать, да. С компьютером было это очень удобно. Но они мне... Вот сейчас обрывается соединение. Постоянно обрывается соединение. Всячески пытаются нас замолчать, помешать нам и так далее. Но это, наоборот, меня подстегивает, мне, наоборот, это нравится. Было бы плохо, если бы они меня не замечали. Если бы они меня не замечали. И тогда бы я посчитал, что я занимаюсь ерундой. Но наш канал на территории фашистской России запрещен, где он. Дон-дон. Привет, гибнюки! Я смотрю, вы тоже сегодня в эфире, наблюдаете, правильно делаете. Так, Абдулла, я только что рассказывал. Я этот стрим выложу у себя на канале в реалити. Мой канал называется реалити. Аслан Арцуев, так меня зовут. Переходите туда, можете посмотреть. И тот вопрос, Абдуллах, который ты задал, я на него уже ответил только что. Я общался с Джохаром Дудаевым, и он тебе, Аслан, очень хорошо отзывался. Мне тогда было 11 лет. Очень смешно, правда, но Джохар Дудаев, наверное, о моем существовании не знал. Так, то есть чеченская авиация, а террорист нет, только сборище кадыровцев. Москва, як була терорист, так і залишалась подробиці. Мы можем бачити в Украине. Да, абсолютно верно, Хайлер. Так, почему у вас так? Это уже было. Так. Ичкерия. Мечаю. Вместе, Ичкерия. Дякую вам за вашу позицию. И вам. Недавно Сталин, Ленин сказали, чтобы я передал тебе, что ты должен стать президентом России. Дэнни, у тебя, кажется, это... Ты в какой палате встретил Ленина со Сталиным? Дудаев сила, Ахмад могила, да. ФСБ глушат. Не знаю кто, но создают помехи. Это инопланетяне специально тебя пользуют. Так. Что думать? Так, слава Украине, героям слава. Какое ваше отношение к Беларуси? Очень хорошее. Живе Беларусь. Я за свободную Беларусь, как и за все свободные народы, как человек, который сам хочет для своего народа гарантий безопасности, прав. Также, конечно же, я не могу отказывать никому, ни белорусам, никому бы то ни было. ФСБ устраивает взрывы и поджоги в России. Да, Основбек-то, именно так. Живи вечно. Да, Олег. Да, именно так. Так, друзья, давайте пишите ваши комментарии. Я буду ассаламу алейкум из Канады. Ва алейкум ассалам, Канада. Приветствую Канаду. Кстати говоря, друзья, приветствую Канаду. Кстати говоря, друзья, завтра у меня будет юбилейный стрим. Мне завтра 45. Старею, прям старею. Будем завтра вместе отмечать мой день рождения. На YouTube канале Реалити.
Так. Сейчас. Так, ассаламу алейкум из Грузии. Ва алейкум ассалам, Грузия. Почему Кадыров говорит Дон-Дон? А, Дон-Дон, это я уже много раз говорил, каждый раз вы меня спрашиваете. Дон-Дон это дюхон, дюхон. Это, ну, типа слова, если дословно перевести, это значит прошу, ну, прошу вас или прошу просто дюхон. Но оно как используется, как слово, как паразит используется, как там, например, блин или еще как-нибудь, какое-нибудь слово используется. И он не говорит дон, а говорит дюон. Зачем натянул флаг американский, говорит, османник. Осман, это типа что-то тюркское, да, османли. Ты это типа против, да, Америки, да? Ну, из НАТО уходите тогда, если против. Дуйгума. Ну, может так. Мокш айгума дать. Мокш дал бас. Как тебя зовут? Меня зовут Аслан Арцуев. Аслан меня зовут. Ежи. Ну, типа ежи. Типа жи есть. Жи есть. Ну, и есть жи есть. Это с русского языка паразит взят дагестанцами. А это чисто чеченское. Что можно сказать про Абдулла Чатлы? Не знаю. А кто оккупант-то? Русский фашист-оккупант. Знаешь вообще? Нет, не знаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам, друзья. Так. У тебя есть. Так. Динара Салихова. Красавчик. Ну, есть только в переносном смысле этого слова. Дудаев предсказал войну. Дудаев раскрыл секрет. Он не предсказывал. Не надо, люди, ошибаться в этом плане. Дудаев не был предсказателем, пророком, провидцем. Дудаев был советским генералом, который прекрасно знал их планы. Когда сегодня говорят, что это война Путина, это неправда, друзья. Это война имперской фашистской России и банды КГБ, ФСБ, которая является бенефициаром новой России, которая вместе с украинской Киевской Русью станет монархией, а они станут дворянами. Так. Это турецкий националист-активист. Ну, это тогда пускай он задает вопросы по поводу американского флага где-нибудь в другом месте, где он. Качество видео супер, говорит Мазда. Да, Баркал, правильно. Так, Дудаев, он реалист был. У них этот план всегда был. Да, Тамар Арвеладзе, абсолютно так. Для Грузии, для Украины, для Ички, да. Ассаламу алейкум. Саид Дерборз Хаджиев. Ва алейкум ассалам. Саид Дерборз. Дерборзом. Войсон. Саид Хаджиев. Айце агучеха. Да, алш дойль. Бусел пам ночи хам. Нет, я вообще не из-за него спросил. Чисто интересно было. Так, про флаг ты спросил? Или это другой был, кто спрашивал про флаг? Як ви вважаєте, Украина переможет террористичную краину Россию? Хайлер, я только что говорил, что Украина 100% однозначно в военном плане выиграет 100%. Я беспокоюсь о спецслужбах, которые орудуют уже в вашей стране. В лице разных вот этих россиян. Всех россиян, кроме Бориса Стамахина. Борис Стамахин, этому человеку я доверяю. Этот человек прошел лагеря,
Это человек, который потерял все здоровье в этих тюрьмах. Борис Стамахин. Ни одного больше россиянина в Украине я не знаю. Невзорову вы даете гражданство, главному пропагандону. Киселев у вас главный пропагандон, который заранее заслан. А Стамахину нет. Вот поэтому я советую всем россиянам просто закрыть въезд. А все, кто есть, или должны заткнуться и сидеть тихо и не вякать, или же покинуть Украину. Только так вы победите. Це у вас прапор Ичкерии? Да, на кепке, да. И тут висит. Каким образом Украина победит? Украина уже вооруженным путем, она побеждает. Фронт стабилизировался, несмотря на колоссальные затраты фашистской России, несмотря на все, что она делает. Украина выстояла, фронт стабилизировался, оружие поступает. Подождите, фашисты, подождите. Вам все будет. А вы знаете, на каком морально-психологическом уровне находятся ваши вояки? Я знаю, друзья. Я знаю, я получаю информацию из разных источников. И я вам докладываю, друзья, уровень морально-психологического состояния русского солдата равняется уровню морально-психологического состояния русского солдата на 95-й год Чеченской Республики Ичкерия. То есть ниже, намного ниже плинтуса. Никто не хочет воевать. Самострелы просто бегут, просто увольняются, просто бегут. Вот сейчас Олег Жданов рассказывал, что вырывают небольшой окоп, и во время обстрела русские салаги поднимают задние ножки, сгибают и поднимают их вверх, чтобы их осколками посекло. И таким образом пытаются избежать участия в этой войне, потому что выживших русских фашистов в этой войне не будет. Только тот, кто успел вовремя унести ноги или был ранен и был вывезен. Все, кто оказался на территории Украины, будут подвергнуты жесточайшим просто преследованию после войны. И, конечно же, украинская армия сделает все возможное, чтобы ни одна падла просто не ушла с территории, чтобы она была в Украине, то есть в украинской земле, а не на Украине, как вы хотели, друзья. Поэтому выиграть. И другой вопрос. Меня беспокоит российская разведка, которая орудует в Украине. И этот же Невзоров меня беспокоит, которому Ермак дал гражданство. Геращенко меня беспокоит, который поддерживал это присвоение этого гражданства этому ублюдку Невзорову, который матерый просто, матерейший. Большего вы не найдете, наверное. Соловьев поменьше, даже чем этот Невзоров. Ему дали гражданство. Борису Стамахину не давали долгое время просто политического убежища, а этому дали сразу гражданство. Это что, это вы смеетесь, что ли? Это просто наплевательство на все погибшие десятки тысяч украинцев, на всех, на весь мир. Наплевательство чистой воды. Это агентуры очень много. Я еще раз говорю, когда меня здесь, в Германии, российская разведка склоняла работу на них, они предложили мне первое, что узнать, какие дела в Украине. Чем украинцы дышат. И меня бы, наверное, продвигали бы сейчас. Украинских там, знакомили бы там и так далее. Я сразу же отказался и написал заявление в полицию. Ну и публично всем об этом рассказал. Так, смотрите. Так. Илья Яшин. Илья Яшин – это такая же гнида КГБшная. Не верьте, товарищи. Пока вы, украинцы, пребывали в плену пропаганды, мы, чеченцы, видели их истинное лицо, их истинный оскал этого грязного, вонючего медведя, людоеда этого. Мы видели его.
Не верьте этим, Яшин. Это все одна пьеса. Это все одни актеры. Понимаете? Одной пьесы. Правда в том, что РФ сатанинская страна. Абсолютно с тобой согласен. Более того, могу тебе дополнить, сказать, что у них на главной площади, на Красной Кровавой площади, где они много веков проводили казни, лежит самый главный их палач. И они туда водят детей смотреть на эту мумию вот эту. Вот вам и сатанизм чистой воды. Ну что же, неправда, откуда вы берете инфo? Ну это же неправда. Абсолютная правда. Русская армия, да, у тебя? РА. Русская Красная Армия тебе надо было сделать. Абсолютно правда. Я вообще не имею привычку врать. Слава Джахару Дудаеву, героям слава, Терентьев. Дуже дякую. Факт в том, что каждый смотрит на мир сквозь призму пропаганды. Но не смотри, кто тебя заставляет смотреть через призму пропаганды. Так, разве украинцы не фашисты? Да, сказал фашист. И из-под забора бьет. Тебе сколько заплатили? Артур Арутюнян. Артурка, вся проблема, знаешь в чем? Что я мочу вас от души бесплатно. Не представляю, я от этого получаю удовольствие. Никто не платит, никто. Если бы за это еще платили, это была бы самая хорошая работа. Давайте с вами поспорим. Я говорю, что Россия выиграет. Я говорю, что Россия уже проиграла, дружище. Пусть Чечения будет свободной. Да, мистер Плей, спасибо. Единогласным решением ЦК Сталин даже подписал, ты должен стать президентом Украины. Ну, короче говоря. Так, а Невзоров не на стороне Украины? Нет, он не на стороне Украины. Если он что-то говорит в поддержку Украины, это еще не значит, что ему нужно верить. Вы даже не представляете, как они врут. Ты еще и чеченец, говорит. Так точно. Я уважаю, як бы не Ичкерия, Грузия, то Украина была бы небогато важче. И захоплююсь благородным народом. Дякую. Ну, пожалуйста, пишите по-русски, чтобы мне было удобнее и точно понимать, что вы говорите. Пусть Чечения будет свободной. Ичкерия, вернись в Чечню, говорит Астерикс. Обязательно, Астерикс, не волнуйся. Я вернусь. Я вернусь. Добрый вечер. Польша вас смотрит. Октавиан. Витаю, Польша. Витаю. Знаете, между Украиной и Польшей было много нехороших историй. Страниц истории. И вот сейчас эта война так сблизила Польшу и Украину, что я горжусь вами. И поляки, и украинцы, я вами горжусь, что вы можете переступать через вот эти трагические истории, страницы своей истории ради будущего. Ну вы молодцы. Молодцы, что не стали вот. И поляки молодцы, что в это трудное время поддержали. У поляков 100 человек русские убили. Все руководство президента, министра обороны и всех. И поляки знали, что это сделали русские. Знали. Это фактически было объявление войны стране НАТО. Тогда схавали. Отравление Литвиненко полонием. Там сотни, тысячи людей заразились. Там вот эту вот гостиницу или ресторан, который находился там, все переделывалось, Миллениум. И все, и англичане схавали. Сказали, ну ладно, не будем об этом. А нужно было объявлять войну. Салам, Аслан из Израиля. Шалом, Израиля. Приветствую вас. Так, спасибо вам от души. И вам. $1 миллион ставим на спор. Ну, у тебя нет миллиона. Ты обычный русский мужик. Какой у тебя миллион? Ты только деревянный можешь ставить. И то не миллион. Да. Так,
Привет из України, свободу Ічкерії, ви лучші. Дуже дякую, вітаю вас, Україна. Як ви відноситесь до слов Дудаева «Россия проиграет, то деколе зайде солнце, украинское солнце»? Я этому отношусь очень серьезно и очень верю в то, что говорил Джохар. Потому что Украина – это та страна, которая поставит точку в имперских амбициях фашистской России. Я в это верю, я это вижу, как это сейчас произойдет. Я вижу, как русские спецслужбы активизировались и пытаюсь предупредить украинцев и весь мир об этом, тех союзников Украины, которые меня смотрят, которые слышат, что я говорю. И солнце свободы зайдет со стороны Украины. В этом нет ни малейшего сомнения. Да, Аллах, мы в это верим и всячески будем поддерживать скорейшему восходу этого солнца. Так, ты воюешь сейчас или нет? Марлен Мубараков. Да, я сейчас воюю, не видишь? А ты уже научился кричать Ахмад Псина? Нет, учись, за все ответишь, говорит. С казахстанским ником зашел. Эх вы, бедолаги. Мы вас сотрем в порошок. Неужели вы этого не понимаете? Говорит русский бич, которому дали пинка, он почти 40 тысяч потерял. Уже за 5 месяцев войны. Который бежал просто из-под Киева, оставляя за собой горы трупов. Кого вы сотрете в порошок, ей бичи? Есть что вы можете, вы уже делаете, понимаешь? Все, что вы можете с Украиной, вы уже делаете. Ваши понты были понтами, которые можно было как-то расценивать, до 24 февраля. Все. Вас спустили на землю, на грешную землю, а теперь будут под землю вас отпускать, понимаешь? И ваши вот эти дешевые понты мы сотрем в порошок. Вы сотрете в порошок одного человека, окружив его БТРами, танками, пулеметами, градами и огнеметами. Вот его вы сотрете в порошок. Пленного, которого вы берете, которому вы отрезаете куски пальца, вырываете ногти, зубы, выкалываете глаза, отпиливаете руки, ноги. Вот их, да, вы в порошок стираете. В этом вы молодцы. В этом вы специалисты. А больше вы ничего не можете, понимаете? Ваша армия – дерьмо. Вы сами, имперцы я имею в виду, дерьмо. Кого вы можете стереть в порошок? Просто скажи мне. Никого вы не можете стереть в порошок. Дерьмо не может никого стирать в порошок. Оно само стирается. Да. И не стыдно, просто я удивляюсь вашей наглости. Так. Аллах сила, Ахмад могила. Вот, Владимир, правильно. Литва, місто Каунас. Бажаю Украина перемоги. Слава Украине. Героям слава. Так, друзья, слишком много комментариев опять набирается. Кого лучше вяжите себе лапти, говорит. Слава Украине, героям слава. Россия стирает порошок вас, нациков. Слышь ты, Артурка, свали отсюда. Стирает. А то сейчас мы Азербайджан попросим пару байрактаров отправить. Опять будете бежать. Так, Исакидис. Приезжаю в Грозный отдохнуть. Я приеду в город Джохар. Поверь мне. Хорошо говоришь, говорит Людмила. Так.
Ассаламу алейкум. Закая и Масхаду Аслам были в Украине. Что ты думаешь об этом? Сам был там. Ва алейкум ассалам. Я думаю, это имитация деятельности. Салам, молодец. Так, российская армия самая сильная, самая духовитая. Русский мужик, самый духовитый мужик. Ну что вам еще остается делать? Ну давайте, давайте. Слава Ичкерии, Дудаеву вечная память. 5 месяцев не могут взять Донбасс, они с НАТО воевать собрались. Да-да. Спасибо за эфир, подписываюсь на вас. Вам душевного тепла, домашнего уюта и мира. Дуже дякую, Алена, спасибо. Род Херсоном сжигают, под Херсон сжигают трупы своих солдат. Смрад на весь город, говорит Владимир. Да, это излюбленная тактика. Пропал без вести, не заплатить как раз можно и так далее. Алга Казахстан, Алга Казахстан. Крым это Украина. Так, слава Украине, героям слава. Свободный Кавказ, через Аслан Арцури. Правду не любят. Не любите. Учи свой хозяйский язык, Артур. Что ты это по-русски плохо пишешь? Салам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам, Николай. Слава Ильничке. Героям слава. Джахар, скоро прямо к нему и поедешь. Джалялю. Джахар, скоро прямо к нему поедешь. Да, я мечтаю быть в одном ряду с Джахаром. Так что это был хороший комплимент. Да. Что лучше, Россия или Украина? Ой, смешные вы. А как ты думаешь, Туран будет? Я думаю, будет. Вот тогда взойдет солнце в Украине. Не знаю, будет Туран или нет. Украина выстоит в любом случае. Никакого города Джахар не будет, говорит Шанель. Ну, Шанель, ну зачем же ты так? Он уже есть, просто он временно русскими фашистами оккупирован. А ты сейчас хочешь быть чуркой, не русской, в этой стране. Правильно я понимаю? Пользоваться Шанелями, там, дорогими духами, там, пользоваться там другими, там, ну, быть чуркой не русской ты хочешь, да? А вот я не хочу, вот, я не хочу, чтобы каждые 50 лет фашисты устраивали геноцид. Я хочу, чтобы у меня были гарантии, международные гарантии. Ведь мир пришел к этому. Я хочу, чтобы мы тоже к этому пришли. А ты вот мешаешь. Наверное, ты получаешь какую-то мзду, какую-то зарплату имеешь. Или у тебя родственники там. Или ты просто клиническая идиотка, извини, пожалуйста. Что ты сама себе хорошего не хочешь. Ну или же ты хочешь сама себе хорошего, ты не клиническая идиотка, ты хочешь, чтобы твой там папа, брат, муж, что зарабатывал, ты зарабатывала где-то там. И жила в составе, чуркой. Ну, зато при деньгах. А другие чеченцы, чурки, они не без денег. Ну, вот так, да, вам хочется. А так не будет. Так не будет. Когда США не будет лезть во все дыры. Ты, наверное, с Россией перепутал. Украина дерусифицирует Россию. Даст Бог. Чем связан Туран? Это тюрки, Украина, славянский народ. Респект тебе. Дуже дякую, Лев. Так. Так, я потерял. Да, я за Украину. Что за вопрос, друзья? Где живешь? Уже много раз отвечал на этот вопрос. Так. Так, дуже дякую за подарки. Спасибо, спасибо. Александр Лев, респект и тебе, Александр. А ты хоть соображаешь, что ты говоришь? Ну, я тебе скажу, очень неплохо. Даже я соображаю. Вы молодец, спасибо. Я так хорошо соображаю, что ваша фашистская Россия готова заплатить миллионы долларов за меня. Представь, за тебя заплатил, он со мной тот один русский Иван хотел на миллион поспорить. А за меня миллионы платят, и канал мой на территории России фашистской запрещают. Всячески мне пытаются препятствовать. Но не получается.
Ну, то есть не до конца получил. Привет из Грузии, говорит Гела. Привет, Грузия, привет. Как думаете, кто будет, чем это так? Как думаете, кто будет президентом Ичкерии в наше время? Узбек Милати. Президентом Чеченской Республики Ичкерия будет и может быть лишь только тот, кого на честных, справедливых, открытых выборах изберет его величество господин чеченский народ. Югославию бомбили белые и пушистые, Леон. Югославию правильно бомбили, я тебе скажу. Ты за Украину? Да, я за Украину. О чем стрим? О чечено-украинско-грузинских делах. Брат, привет из Украины. Привет, Украина, витаю. Дякую вам и вам. Так, вассалам, Грузия, добрый вечер. Так, спасибо за поддержку. Пожалуйста, ассаламу алейкум. Ой, цандуй асла. Тигер Шархан, тигер. Ой, цандуй сунца, вайнцу. Шамиль Баса, если бы был жив, он бы добил точно. Да, можно подробнее о Невзорове. Ну, о Невзорове вы можете в интернет открыть и посмотреть. Это матерейший пропагандон. Матерейший. Ублюдок, на которого просто клейма ставить негде. Это просто предательство всех принципов, всей великой и революции украинской, всего и вся. Вот этого я боюсь, вот этих вещей, вот так мы проиграли нашу войну. Ты топ, брат, говорит Джорджия. Дуже дякую, брат. Да кому ты нужен, миллион? Ну не скажи, кому-то нужен, да. Так, легче ответить новому зрителю, чем говорить, что уже отвечал. Доброго вечера, уважаемые. Доброго. Так, спасибо за поддержку, спасибо, что подписываетесь, распространяйте наш стрим, друзья. Давайте как можно больше людей узнает, о чем мы говорим, чтобы можно было как можно больше русских фашистов озадачить нашей правдой. Да здравствует братья Сисен. Да. Это да здравствует. Оба. Спасибо вам за поддержку, говорит Эдуард. Не за что. Одно дело делаем. Аслан, респект тебе, подписался. Спасибо, подписывайтесь, распространяйте наш стрим. Подписывайтесь также на Ютубе, на канал Reality. Приветствую вас, Ичкерия, мир вам и свободы. Привет с Украины. Вітаю, Оксана, дуже дякую. И вам, и мира, и перемоги, и свободы, конечно же. Что скажете о Саакашвили? Оксана, спасибо большое за подарки, спасибо. Так, Саакашвили нормальный парень, борется. Зря, жаль сидит, правда. Что скажете за российский газ через Украину? Ничего не скажу. Или ты на неудобный вопрос не отвечаешь? Отвечаю на все, какие могу, отвечаю. Брат, как ты относишься к ингушам? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Как я могу относиться к ингушам? Чеченец может только хорошо относиться к ингушам. Скажи, американец, в чем сила? В правде сила, понимаешь? В правде, а не в той лжи, которую распространяют русские фашисты. Понимаешь? Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. А ваше самое сильное оружие – это ложь. Вы так считаете. Но оно обречено на погибель. Так сказано в Коране. Так, ингуши наши братья. Да. Барт Хельмекшбушо. Так, ты красавчик, Натали Кофтон. Спасибо, Натали, ты тоже. Какая ваша правда? Одна ложь. Где правда? Все, что я говорю, правда, и вы не можете опровергнуть. Я ни одного слова лжи не говорю.
И непроверенных фактов не привожу. Так что ложь – это все, что делаете вы. Вы живете во лжи. Ваша история лживая. Если бы ваша история не была бы лживой, вы бы сейчас не пытались захватить Украину, Киевскую Русь. Вы бы довольствовались своей, ваши вот эти гибнюки, довольствовались бы своей историей и строили бы монархию без Украины. Но вся ваша история, она выдумана, она нечестная, она лживая. И вам для этого нужна Украина. Привет с Ивано-Франковского. Привет. Привет, витаю. Привет с Хмельниччины. Витаю, Руслан. Хмельниччину. Можно задать вам вопрос? Конечно. Вы этим только и занимаетесь. Так, Российская Федерация убийца детей и стариков. Да, именно так. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Как вы думаете, сколько Кадыров еще быть у власти? Недолго. Так, Саакашвили молодец. Штирлиц из Гамбурга. Рагуля тебя слушает. Рагуль, не слушай, иди мимо. Зачем ты слушаешь? Привет из Москвы, мы и есть мир. Вы? Так, спасибо, Исмаил, за подарок. Точно не умылся. Считаете Лукашенко марионеткой Путина? Я считаю Лукашенко не марионеткой Путина. Это слишком упрощенно все. Это КГБ. Лукашенко проект человек КГБ, советского КГБ. Наследие, которое есть в Украине, в Беларуси. В Украине сейчас оно подавлено, но оно существует. В Украине, в России, в Азербайджане, в Казахстане, в странах Азии, в советских странах Азии, там Таджикистан, Узбекистан там, и так далее. Поэтому Лукашенко человек КГБ. И если бы он был бы марионеткой, он бы все выполнял то, что говорит Путин. Но Лукашенко не все выполняет, имеет коридор для виляния, увиливания, там, переиначивания поставленных задач в свою угоду. Поэтому и Путину, и КГБ московскому приходится считаться с минским КГБ. Это большая сеть, которую нужно уничтожить. Уничтожим, и вот это другой разговор. Не уничтожим, ну, значит, мы будем так, весь мир будет постоянно жить под терактами, разными убийствами, войнами и так далее. Кадыров шайтан, спрашивает крутой чел. Я не знаю. По-моему, он на человека похож. Правда, отвратительного, но на человека. Да. Мир eller mer sbitt da dies abrat stinger tøch. Del da leder сегуко. Их амилш деш ашу. Пропаганда и ложь. Америка из-за правды вторглась в Ирак. Да, говорит. И смотрите, русские, я еще раз вам говорю, не сравнивайте себя с Америкой. Понимаете? Вы никто и звать вас никак. Максимум, если на меня не обидится Сомали, можно вас с Сомали сравнить. Зачем вы постоянно Ирак, там, индейцы, Америка? Это не ваш уровень, понимаете? Не ваш. Где ты живешь, если ты мужик, скажи. И что, если я скажу? Что, если я скажу? Что тебе сказать? Это большая тайна, где я живу. Российское посольство в Германии не знает, где я живу. Притон консулат в Гамбурге тоже не знает, где я живу. Сотрудник ГРУ, который меня пытался вербовать, тоже не знал и называл мой адрес. Более того, один блогер известный, тоже, который засланный агент российских спецслужб, ему тоже я давал свой адрес, когда еще не знал, что он засланный агент. Поэтому мой адрес все прекрасно все знают. Поэтому, извини, мужик, это ты, а я мужчина. Был им остаюсь. Так, Чечня станет независимой после войны. После победы, да. Рамзанка шайтан, свободу Ичкери, говорит Аслан Макатов.
Эмин, Рашка это пропаганда и ложь. Да? Так, как вы считаете, долго Кадыров будет еще у власти? Не знаю. Беглый патриот из какого города? Ой, слышь ты, иди отсюда. Прекрасно знают они, с какого я города, прекрасно знают, кто я. Вот эти все тролли, они прекрасно знают. И все напишут. Ты проект интриганства, говорит. Так, бойтесь, скоро к вам придут и бороду подстригут, говорит Андрюха. Андрюха, я чеченец, мы ничего не боимся. У нас нет такой опции, бичок. Надо ориентироваться на Запад. Абсолютно точно. Брат, ну ответь, Абхазия че? Абхазия это Грузия. Абхазия это Грузия. Участие чеченцев против Грузии было ошибкой. Там тогда пришел вместо Гамсахурди Шеварднадзе, КГБшник, и чеченцы полагали, что тем самым они борются, помогают маленькому абхазскому народу против вот этого КГБшника и так далее. Это была фигня, фикцией, обманом. И абхазы не захотели жить независимо, захотели быть под пятой России. И даже не вякнули, даже не сопротивлялись вот этому. Поэтому, конечно, это была большая ошибка, и Абхазия это Грузия. Так. Умница, мужик, топи орков. Лиля, да. Вот Тони Чонг зашел, говорит, я Иуда. Да не Иуда я, понимаете? Я никогда не был, я чеченец, понимаете? Чеченец не может быть за Россию. Любой чеченец, кто же за Россию, это есть Иуда. Понимаете? Вы 4 века нас убиваете. Миллионы чеченцев вы убили. Как мы можем быть за вас, друзья? Как мы можем быть? Ну перестаньте такой бред нести. Вам по телевизору показали какой-то там Кадыров, предатель чеченского народа, там восхваляет Россию. Вы что, забыли, что до этого были? Ладно, мы-то забиты, зашуганы, нас, женщин, детей убивают. Наших женщин, детей убивают. Только лишь за то, что мы высказываем свое мнение. Понимаешь? Моих родственников пытают дома за то, что я вот занимаюсь вот этой деятельностью. Очень жестоко пытают. И так далее, и так далее. Много чего. Мы никогда не были за Россию. Никогда за нее не будем. Поймите это, наконец. Мы не можем быть. Все, кто за вас, это иуды. Ни один уважающий себя мужчина, чеченец не может быть за вас. Понимаете? Это не касается русских, русской национальности. Это касается русской империи, политических русских. Понимаете? Мы хотим просто жить в своей стране. А вы, ублюдки, нам не даете этого. И что мы должны говорить вам? Что мы должны вас любить? За то, что вы нам не даете жить, как мы хотим, а жить в вашем хлеву мы не хотим. Извините, там пахнет. Мы не можем в хлеву находиться. Понимаете? Так, всем спасибо, Елена, вам тоже приветочки. Привет, привет. Всем привет, спасибо за подарки, друзья. Так, если ты не боишься, что сидишь-то? Что, мне встать? Я не понял, а что мне делать? Стоя ты имеешь в виду, тебе стрим вести мне или как? Так, саламочки или салам. Спасибо, Елена. А что скажешь насчет телеграм-канала? Телеграм нужно запретить. Фашистский, российский телеграм. Тем, кто изобрел этот. Спасибо за подарки, друзья. Тот, кто изобрел ВКонтакте, там не один, конечно, за ним стоит целая сеть там людей,
Это все гибнюки. У вас СБУ имеет в этом телеграме. Я не знаю, куда смотрят. Ну, можно же пользоваться чем-то другим. Но есть ведь Facebook есть. Да, тоже не очень хорошая, но она не русская по сеть. Есть много-много известных, менее известных. Почему не заняться вот этим? Зачем пользоваться русским, если вы боретесь с Россией? Категорически нельзя пользоваться. СБУ у вас даже пользуется. СБУ пишет, не надо пользоваться определенными каналами в Телеграм. Ну, ребят, вообще нельзя Телеграмом пользоваться. Я до сих пор ни разу не скачивал себе на телефон этот Телеграм и не собираюсь этого делать. В ТикТоке я, потому что это не российское, хотя это не очень у меня вызывает надежность. Но так как меня в Ютубе везде блокируют, везде мне запрещают, я вот пользуюсь ТикТоком, чтобы я мог доносить информацию. Поэтому, конечно. Ну вот опять обрыв связи у меня был здесь, ребят. Абхазия, Грузия, ряд, так, Крым, Украина. Да. Так, Лавров говорит правду, ты говоришь правду, не знаю, кому верить. Да, Лавров точно говорит правду. Верь ему. Жаль, всех не убили, говорит. Расскажите немножко о себе. Зайдите, пожалуйста, на мой канал Реалити в YouTube. И я там много о себе говорю. Брат, правильно говоришь. Что ты сделал для хип-хопа в свои годы, говорит Джек Ричард. Так. Слава Богу, услышал ответ. Ну хорошо было, это сказал Басаев в свое время. Басаев уже предстал перед Богом, поэтому это наш герой, который в 20 с чем-то лет побывал там, и все совершают ошибки, на мой взгляд. Я думаю, он это понимал прекрасно, что он это совершил. Так, Аслан, респект, настоящий чеченец. Да, так и есть. Говори на своем языке. Так вы же, ватники, не поймете, что я вас разоблачаю. И украинцы не поймут, и другие народы не поймут. И у вас подгорать не будет. Так что мы как оружие используем ваш язык. Так, они никому не дают жить вообще. Да не плачь ты, чеченец. Говорит, да я что плачу? Але, живи как хочешь, но Чечню не трогай. Рабия. Его хозяин. Красавчик, поддерживаю. Спасибо, Диана Иващук. В своем хлеву на своей балалайке. На своей. Да, балакай на своей балалайке. В своем хлеву. Так, Асан, тебе модератор, потом нужно очистить орков. Не, пусть будут, пусть будут. Ты сиди в Facebook, когда сидишь тут за просмотр, иди работай, блогерство. Так, почему сзади тебя не висит турецкий флаг? А почему он должен там висеть? Слава Ичкерии. Героям слава. Европа и Запад не показывают и блокируют правду. Запад и Европа и Запад не показывают и блокируют правду. Это говорят русские. Вы молодец, я с Луганска. Привет, слава Украине. Мы ждем Украину уже 8 лет. Героям слава. Все будет, не волнуйтесь. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Макарди қидол қамвайх вайц абусалду. Ва алейкум ассалам. Худин қардеш усо. Қардеш усоиш. Уду. Уэдерас. Удирас. Асан умацадеш атейч уқирдуйтиш вайшине. Жалко, Джахарда уже нет. Очень жаль. Очень жаль. Гога Чикаго, вы молодец. Дуже дякую, Гога. Ассаламу алейкум, сказал Астан. Ва алейкум ассалам. Чучун цатух. Чух-чугер титаревой. Так, друзья, я
на этом свой стрим сегодняшний закончу. И, наверное, постараюсь завтра пораньше провести стрим у себя на канале в YouTube. Заходите, подписывайтесь, распространяйте. Ссылки. Привет из Чикаго. Я так и понял, Чикаго, что вы в Чикаго. Привет. Грузин из Чикаго, Гога. Точно, Гога же. Понятно. Так, набежали. Ну все, есть. Тогда я не ухожу, друзья. Я еще останусь, может, да. Ассаламу алейкум. Это Воля Хошел Вамеги. Это Воля Хошел Вамеги. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу Воля Хошел Вамеги Бокуду. Привет из Германии. Это Калибр. Да, скоро прилетит тебе тоже в хату, да, чего-нибудь. Так. Привет из Германии, да. Дудаев предсказал все. Я вообще говорю, Бартхельш, Дигдар. Барт, Хайнс Бабиз, Ибраим, Хайнс Бабиз, Сенда Бабиз. Расхшам Бог Белчарч, Бейвей Барт. Я цабовай, Бусал Дарал. Я царь, иншаллах, Оларал. Расхшам ты Бог Белчарч, да и Бейвей Барт. Это Волч Хошел. Что-то у тебя проблемы с написанием. Привет из Молдовы. Привет, Молдова, Сабина. Флаг Литвы, конечно. Что за разговор такой, да? Конечно. Тоже мне как спросите, Зеус Ас, да? Так. За Украину? Конечно, за Украину. Что вы говорите такое? Так. Возьмите меня замуж, говорит Натали Кофтон. Натали, я бы с удовольствием, но уже место занято, да. Россия, это Ховолч Хошел, Серж. Охабилу Соволч Хошел, Серж. Слава Ичкери, слава Украине. Героям слава. Не уходите, говорит Динара. Хорошо, не ухожу. Ассаламу алейкум, раматуллаху баракат. Салам от батальона чеченских добровольцев Джохара Дудаева Украины. Мелхи. Ва алейкум ассалам. Мелхи. Машоваль. Салам большой батальону чеченских добровольцев Джохара Дудаева Украины. Большой. И Эдаму большой привет. Большой салам. Кто такой Дудаев? Что за личность? Сейчас я это все тебе не расскажу, конечно. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иту хак чубайркан. Американский чубоя. Американский боя. Иту акшмаят. Он у них такой помятый. Вообще, вот видишь, вот это вот у них здесь. Этого тоже не должно быть на настоящем американском флаге. Он у них после боев такой чуть-чуть. Он там, по-моему, или здесь, этого качает, такой чуть-чуть разорванный у них, настоящий у них флаг. Поэтому за КРА такая в Богу. Я тебе объясню, скоро ты хорошо узнаешь, что такое этот американский флаг. Будете, раз вы уже ходили с российским флагом, придете немножко и с американским. Я думаю, вам проблем не состоит. Если у вас, вам не проблема убийц своих таскать, я думаю, вам этот великий флаг величайшей страны, я вам думаю, хотя я вам не доверю, нет. Даже флаг носить не доверю. Да я жуткий флаг больше, чем по-моцки. Хохавиан, автожимал, тужик чдештек, дичане дуй, вая дош ол шалгари табах, дуко бай журналист Израилю ештек, я дамадиння, ах абог дидут, а так хо анани моуку чуа, сонуа хомилу, я дух бухай он, расшен де болгабеш. Не просто аудал нах буху чуа, цунде милу цагу штапайда боч дабох райох каряцас, ну атажимал. Бух шасун, горч ала годин гайта так дела. Горч осак хирхуч, годин ваях, лаях ба, лаях кривос. Украина лучшая. Совершенно верно. Слава героям Украины. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Привет с Литвы.
Вітаю, Литва, слава Дудаеву, слава Масхадову. Джазакаллаху хайрун, мелхи, Ася мелхи Бог, мою аюй. Джазакаллаху хайрун, да. Так, добрый вечер с Украины, спасибо за поддержку, слава Украине. Расскажи нам про Дудаева. Так, мимо проходим. Ахмад Псина. Так, я бы с удовольствием Дик Эйлер. Так, ассаламу алейкум, брат, мы с тобой идем. Алейкум ассалам. Дуже дякую. Просто ночью ук Кемил Хелевисо, президент Хеламцависо. Сумца, Амил Хелевис. А ночью рельста, худин вога солчек, худаш вога солчек. Сват амбе шу хамилу. От эмлу уйо. يا تسال حوايتن سقوا ملو عادي تلتاق وملو خايتش عي وردا حويتن شو ده قويش قمل دي دقيت شو خوي قرو عوشل دي ده حق دل شو نوشي كنت ولا نوشي برسك ولا نوشي قونا ولا اوات على اسخشن وقبل شارع ولا تاخ بيتش мира был швойтер усайня аревенек Дудаев первый президент Ичкерии и герой своего народа освободительный. Так, Рамзан тебя достанет, говорит. Да-да. Если у тебя спросить, все продались, а кто не продался, скажи, тебя слушать всех надо под расстрел, говорит. Ну, не слушай меня тогда, раз ты так все буквально под расстрел всех гонишь. Да здравствуй, Ичкерия. Аминь. Машаллах, что есть Чечня и будет всегда. Кто такой Рамзан? Ой, ты, по-моему, в Википедию, наверное, ты зашел, да? Тут задаешь вопросы. Привет, Литва. Палестинный флаг Уал. Уала Палестине флаг. Один улшос. После боев с мусульманами, говорит, о чем ты, какие мусульмане? Дудаев предсказал все, что сейчас происходит. Да, он не то, что предсказал, он знал и анализировал хорошо. Брат, у меня одноклассники чеченцы были, и мы братья, говорит, Берег. Это очень хорошо. Чеченцы надежные, хорошие друзья. Как мусульман можешь сидеть под американским флагом, говорит. Иди отсюда. Кадыров найдет, говорит, а потом говорит, как может мусульман сидеть под... Дыра, у тебя даже ник очень интересный, Дыра. Это от Кадырова у тебя Дыров или ты как потерял первые две буквы? Да, как у тебя сочетается, что главный враг мусульман Россия, убивающая уже на протяжении веков мусульман, в том числе на Кавказе, и поддерживаешь Кадырова, и что-то ты там против Америки имеешь, заступаешь за мусульман. Я удивляюсь у вас. Та Ичкери байрак мечаю гайт брат. Цагон, говорю Ичкери байрак. Это я коз. Привет с Херсона, привет, Херсон. Почему на русском? Ну, чтобы ватников подгорало. Слава России, героям слава, Павел Кривошеев, героям. Классно. Привет с Херсона. Привет, Херсон. Ты еврей, как тебя зовут? Вот этот уже достал ты меня уже. У вашего... Так... Позор убить. Так. Кремль это Украина, говорит Инша. Ассаламу алейкум. Что за флаги у вас позади? А где ты воюешь, воин? Так. Цевич Вианук. Цевич Вианук. Твом кучуабе шугал босиваку. Закараа Такаев. Уку чаби, шусо, умбара. Темло уха уй. Чот он бешуай, не исток кушуа. Дозол де шхицуна, дүйшін туан кучаби, шуисо, да сюда бош. Украина амуацо, адицел. Так, слава свободной Ичкерии, слава Украине. Слава Украине, слава Украине, слава Украине, слава Украине. Героям слава. Салам, вид Иисус, слава Украине, слава Украине. Так, кого поддерживаете в войне?
Так. Польская есть? Нету, Бартекла. Польского пока нет. Так, Америка, Россия, империя зла, говорит, Чечен-Бамутский. Да. США не убивает мусульман, Вашабу. Али, проходи мимо, Диона. Да, кого поддержите? Так, кто такой Кадыров? Слава свободной Чечне, Украине. Это не он, это клоун, тикток, боец. Петров, 95. Да, именно так, Петров. Только целым домом соваш и 95. Тогда кан духварак. Халацах ич. И вайн расх шел номер он. Еще бью бу куча буиш чу боиш чу воинч боиш куча. Хамел кардеш ала дуячма вош чу нахулош. Реали вош Кадыров элча леш буцу хушто шисуам баня. Цен голубиш супер воинч боли ока кечлу ока батош да я это вахош да. Айо ما قال راسول ليزجينكو والله خلبي رمزان اخماتيش باش دل دوشو انا دل دوشو نوچی سیده ارده شیسیم شو تقیصر لی نوچی سیده ارده دوش شو تقیع دیلور ده دل مقلع نوچی بوشون خیل بوشون خیره بوشون رازخشن بوخ ميل بلشاريا بيشر بوش بول نوچي بوش خيل بوشون خيرا بوشون شاين متو عيزم دير دوش под вахабиста, под ичкириста копировать дешай дик онры душа что никогда хирдат что дик онры что хирдат что онар топ нисту что гвачон онар ши моста мелуху что гушон Вори дея дюн да раски вой моста хилушун и моста уйшун шейна хуша цен что служить те что цугаск шала хуже душу цуга и что холоп шу под холопный би олш датшун шу под холопами рахштеш душун зонда кучу дюле закаре а язадин камел да шо хак датшун дистхил багар а ариалит нахиятшун шо и душун ашук дабо юшун шу شيء وري دا ويحقن شيء وري دا ونانا شيء يحقن ليش ما دوشو شي سوام تعلوشتو شي كابيك ما بوش ناداشو شي كابيك غاسخشن دوخا دلا غاسخش بوغ داش ليشتو شي كابيك ما باتشو ايش سوام كورزخ تاوش ام تاوش Чубой, закаре хомичау, сонады нагу, совиш тубош, камел. Закаре язда, вообще хакира, худал, ала, ночи нэнс, винуя, ночи ден. Хайндинак, хайден, хайнан, хайвари дена, цядинак, цаху шуха. Закаре захуна, пут ахмада. وبوت أحمد نديتنك تخديت دل عشدو موهشون كديرو آمد دول جخد دي غاسقي حقر شو يز ستو بيسياد غاسقي ويويز باك شو مدو شو كديرو آمد مو وإتخديت دل عشدو موهشو إشت يهدوش دوشو يحتغيش تخيك إباغ أس كديرو وار بيسنا تعشون كديرو وارم تحطو بيهشون وين حقو يتشيك تو يقرأ قي فوز باشتيك شبوشون قي قرأو يشون وقردق نابينا قرأو يشون وقردق وحيزنا كدير وار مدير وار مشتات حقوي شوين سورت بيدات تut قي شورت بوش يشابش بوشون از بيوتش غاسقي باغون شتي يوغان غاسقي اوتومات بينا يولن ليل شوي بوشون از ويتك شون يقرأ اخيرا بو نورمالنا يديا يولش دوين نولدولش يقبل قبوالغات سغل تات يقبغات دخلش شو ديل مستر شي قو مستر شون служить деш душон шикапек ма бачун ши байшашка шаш дей анчан служить-то совершенно невозможно что сан дешанол сан на прокуратуре во следственный комитет во причина во болба ашчул вот себе ашбира баршунас духко ночи бушон ишт аш цанна шай карьере ишёч цаум да ишёч цана эту хуз Европе хабехтан хуз Европе бай эзешка ночи бушунаш وشو دولش قميش ميلش نادي نقول ذكر وي صايشت ويشت بير كنت قالني سين لو بير اولريو يتسولت شاويك حولي استقولت قال استلنو بلتونيا так давайте оставим это извиняюсь
это было немного обращение к кадыровцам и подхолопным товарищам чеченоговорящим на чеченском языке, как вы поняли. Поэтому извините, друзья, они меня уже чуть-чуть вынудили сказать пару ласковых. Так, я не прочитал, повторите вопрос. Так. Кого поддерживать в войне? Так, Россия, Эритрия, ООН поддерживают друг друга, когда субъекты так. Да. Ой, ну ладно, Аслан, тебе на пенсию надо. Аж, давайте, замените меня. Кадыров, ногчи, бывать. Джаха нет, я хундуат, по Ибраиму. Привет, Миколаев. Вы як? Привет, Миколаев. Так. Кадыров. Так, друзья, я опять перемотаю. Извиняюсь. Я вынужден сделать, потому что опять много комментариев. Я всегда за Турцию, говорит. Будь за себя. Зачем ты за Турцию? Привет из Израиля. Шалом, Израиль. Объясни мне, почему Америка разрушит так. Мимо Германия, Минто, Килила, Швейцария, разве не ты писульки? Даэль, шнырь, хочу. Даэль, шнырь. Так, Кадыров самый лучший, он делом доказал, что он мужчина. Петров 95. Ну, значит, 95 у тебя нормально, как положено. Так, говори по-русски. Так, друзья, Аслан, просто молча ложи лев. Именно так и буду делать. Аллаху Акбар, Жовар. Так, добрый день. Добрый. Вам привет из Одессы, Евгений. Привет, Одесса, привет, Евгений. Друзья, я закончу на этом свой стрим. Украина это и есть еврей. Так, слава Украине, слава Ичке. Героям слава. Ассаламу алейкум из Афганистана, Савош. Абдулмалик. Ва алейкум ассалам. Правда, что ичкерийцы начали подготовку к боевым действиям в Чечне? Не знаю, о чем ты говоришь. Все, друзья, на этом я закончу. Не уходи, весело же. Я знаю, Ари, вам нравится, когда я говорю о вас правду, поэтому я буду почаще заходить, не волнуйся. В русском паспорте есть графа национальность чечен. Нету в русских паспортах. Ни чести, ни достоинства у них нет. Абсолютно верно, Лев. Полностью с тобой согласен. Тот, кто служит, иди твой разум подлечи, дорогой, слушай, да, аш ойлобор, массу дойлой, да, аш дерес хой. Так, Бисбальд Асланбек, чус. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия, слава Украине. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.